Манижа, поздравляю с новым клипом. Расскажи, как вообще возникла идея такой темы? Почему недославянка? Здравствуйте всем. Во-первых, мне очень приятно, что я здесь. С вами могу говорить на эти темы, потому что клип мне дался нелегко, и идея пришла, ам, наверное, где-то почти полгода назад, когда написалась песня «Недославянка». А вообще во мне эта идея живет почти всю мою жизнь, и наконец удалось ее сделать. То есть ты сама переживала те чувства, которые описываешь, как бы в ироничной форме, конечно, в таком в стиле блокбастера, очень интересно смотрится, но за этим всем скрыта достаточно очень серьезная проблема. Скажи, пожалуйста, все-таки почему недославянки? Это важно быть славянкой в России обязательно? Нет, это конфликт любого человека, который переезжает в другую страну, не в ту, в которой он родился. Когда он сталкивается с другой культурой, когда он вынужденно учит другой язык, забывает свой родной язык. И в этом нет никакой драмы. Я счастлива, что я могу говорить на русском языке, писать песни на русском языке. Я счастлива, что у меня есть эта аудитория. Но, безусловно, за это время ну, стерлись мои взаимоотношения с Таджикистаном, что, приезжая, я все равно себя немного чувствую другой. И, наверное, это больше вызывало во мне грусти, чем ощущение, что я живу в России, правда. То есть это свой среди чужих и чужой среди своих, к сожалению. То есть это больше личная песня или все-таки это такой вот социальный месседж от имени многих мигрантов, в том числе таджиков, которые живут в Мне бы России, очень бы вынуждены? хотелось, чтобы это была не только личная история. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то нашел в ней то, что сам пережил или переживает сейчас. Все, что я делаю в творчестве, это ради того, чтобы было не зря. Просто не зря. Не только мои какие-то личные переживания, но и чтобы другой человек мог прожить их со мной. А значит, очиститься и стать немного лучше. Манижа, кстати, вот в чем ты видишь этот путь к очищению? То есть ты сейчас сказала, что тебе грустно, что ты в Таджикистане не чувствуешь себя в своей тарелке, когда Ну, туда я не ездишь. могу сказать, что мне грустно. Я приняла это состояние. Я с удовольствием провела сейчас несколько дней в Душанбе, хотя меня там не было очень много лет. Но я тоскую, наверное, больше по детству. Когда было беззаботное детство в Душанбе, когда ты не думал о времени, не думал о границах, не думал о государственных или культурных каких-то вещах, которые отличаются между собой. Ты был просто человеком и наслаждался природой, близкими людьми, и очень вкусной едой и безумно красивой культурой. Манижа, все-таки ты кто в душе? Россиянка, таджичка, кто? Я человек мира. А, Я и таджичка, и славянка, и человек, который говорит на английском языке. Я не знаю, я перестала вешать ярлыки. Я ненавижу, когда люди вешают ярлыки и ограничивают себя этим. Я просто хочу жить по тем традициям, по той культуре, которая во мне сформировалась. А она во мне сформировалась благодаря всему, что происходило в моей жизни, не только одной культуре. И там самое главное, наверное, ценности какие-то, да, которые тебе привила. Я знаю, мама очень большую роль сыграла в твоей жизни. Огромную роль играет в моей жизни, слава богу. Наверное, очень сложно любой матери а, поднять хотя бы одного ребенка в чужом городе. Ну, своего ребенка, хотя бы одного. Мама подняла 5. И более того, она самое главное, что сделала, она позволила всем нам и позволяет делать то, что хочется нашей душе. Потому что, к сожалению, моим родителям пришлось забыть о своих мечтах, Интересах, да? интересах. Ну, потому что война очень многое забрала. И я рада, что сегодня я могу петь, я могу делать свое творчество, быть под крылом своей матери, ее профессиональным крылом, не только материнским, а именно как продюсера, как человека, который, как я говорю, шарит лучше, чем многие. Это важно в команде иметь таких людей, как моя мама. Последняя работа и очень много других твоих произведений.
имеют более социальный месседж, с моей точки зрения, нежели чисто развлекательную миссию. Как ты думаешь, тебя слышат? Да, я не то чтобы думаю, я это вижу. Я получаю письма. Я очень сильно изменилась моя аудитория. И это то, к чему я шла много лет. Это не какая-то однодневная история, которая во мне родилась год назад. Нет. С самого начала своего пути я понимала, что мне нужно сейчас обрасти аудиторией, чтобы потом начинать говорить о важном. О том, что в первую очередь касается меня и то, что, возможно, касается других людей. И все проекты, которые за этот год удалось сделать, это для меня личная огромная победа, потому что я к этому шла очень много лет. И я не буду останавливаться. И дай Бог мне сил, дай Бог вдохновения в следующем году сделать еще больше. Я знаю, что одним из этих проектов является проект «Сильсиля», где заявлено о том, что этот проект конкретно занимается помощью жертвам женского и подросткового насилия. О чем это? И на самом ли деле тебе удается помогать? Что это такое вообще? Это приложение помощи. По сути, это кнопка помощи, которая может доставить сообщение до твоего близкого человека с местом, отметкой на карте, где ты находишься. Оно очень простое. Ты вводишь своих близкие контакты, те люди, которым ты доверяешь. И не дай бог в какой-то экстренной ситуации, это касается не только домашнего насилия, это касается любой небезопасной ситуации. Ты достаешь приложение, нажимаешь на кнопку, и твой запрос отправляется твоему близкому человеку, потому что порой полиция может не сразу откликнуться, особенно когда это касается семейных проблем. То есть практически нужно загрузить этот ап, он должен быть у тебя в телефоне, да, на случай чего? Оно есть в App Store, оно есть в Google Play, оно доступно для Android, для iOS. А у тебя есть планы, допустим, развивать Конечно. эту идею на Таджикистан, на другие регионы? Безусловно. Просто это не коммерческий проект, у него нет инвесторов, у него нет фондов, которые ему помогают, у него нет никакой государственной поддержки. Это независимый проект артиста, то есть нас двое, я и мама, кто занимается этим проектом. К сожалению, нагрузка порой такова, что не всегда мы можем заниматься только приложением, но мы делаем все, что в наших силах, и самое главное для нас, чтобы оно работало. Оно будет бесплатным всегда, и надеюсь, что будет помогать. Угу. Возвращаясь немножко к тому, с чего мы начали, многие таджикские граждане, которые находятся на заработках в России, они живут в более другой, более жесткой реальности. А тебе приходилось трудно именно из-за твоего происхождения? Вы знаете, конечно, было такое, я не буду скрывать, но я не хочу драматизировать. Конечно, сложности у любого человека, любой национальности возникают на протяжении всей жизни. Нужно работать над собой, получать образование, что очень важно. И возможности получать образование есть всегда. Я знаю, что многие меня критикуют, по крайней мере, сейчас такой был странный фидбэк на клип от Таджикистана в особенности, что у нас такие проблемы, ты их высмеиваешь, я ни в коем случае не высмеиваю ничьи проблемы. Я уважаю все проблемы, которые встречаются на пути мигранта, потому что я знаю, что это такое, и моя семья начинала с нуля. И сегодня я имею право немного выдохнуть, когда мне не надо думать, где заработать кусок хлеба, я могу теперь сесть и подумать о том, как вдохновить всех тех людей, которые надрываются каждый день, и которым нужно как минимум просто плечо поддержку, сказать им, что все хорошо, улыбнись сейчас. Это история про тебя. Надеюсь, что про тебя. И я знаю, что совсем скоро ты все преодолеешь. Маниш, ты очень активный творческий человек, ты постоянно в работе, в проектах, но я
думаю так, если бы ты сейчас была в Таджикистане, уверена, все вокруг задавали бы один вопрос. Манижа, когда выйдешь замуж? Как тебе этот вопрос? А, Я открыта, я счастлива. Я счастливая женщина, когда захочу, тогда и выйду. У меня нет какого-то пункта или у меня нету сейчас рядом близких, которые меня мучают этим вопросом. Никогда не мучили. И я счастлива, что у меня такая семья, что она позволяет мне выбрать того, кого я люблю. Мы встречаем новый 2020 год. Какие у тебя ожидания, какие планы? Ой, я очень хочу, чтобы было крепкое здоровье, чтобы всегда была возможность выдохнуть и посмотреть на ситуацию с другой стороны. И я очень хочу, чтобы все, что каждый человек делает на этой земле, что-то полезное, оно всегда приносило плоды, потому что оно обязательно принесет плоды. Может быть, не сегодня, не завтра, но со временем точно. И вот пусть этот 20-й год даст всем эти плоды. С Новым годом, Манижа! С нами была певица Манижа. Обязательно посмотрите ее недославянку. Я думаю, каждый что-то для себя в этом найдет. С Новым Дай годом! Бог. Мне было очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, Манижечка. Мне тоже очень-очень приятно.